Смотрите в программе в честь 75-летия народного мастера и академика Якутии Бориса Неустроева в Татинском районе открывают объект-памятник Моголу-Рага. Между тем, компания «ТАСС-Юрях нефтегазодобыча» восстанавливает лесной фонд вблизи поселка Нюя Ленского района. А в Москве на расстрельном полигоне в Коммунарке якутяне почтили память земляков, которые стояли у истоков государственности и стали жертвами репрессий. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В эти минуты глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом находится в Татинском районе. Он принимает участие в открытии объекта Моголу-Рага, что в переводе «Большая Ураса». Она была построена в рамках 75-летия со дня рождения народного мастера и академика Якутии Бориса Неустроева. Сейчас на месте работает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он расскажет обо всем подробнее. Дмитрий, ты в эфире. Коллеги, здравствуйте. Вот в эти минуты завершился здесь обряд Алгыз, который провел непосредственно сам народный мастер Мандар Ус. А сейчас за моей спиной вы смотрите театрализованное представление, которое здесь проводит театр Аланхо. К слову, хочется отметить, что возведение данного объекта Могол-Ураса, который видите с левой стороны сзади меня, идея задумки строительства этого объекта у народного мастера появилась еще в начале 2000-х, но его начали уже реализовать в жизнь после 2010 года. Еще в 2014 году народный умелец, мастер Мандар Ус бросил клич для народных мастеров Якутии собрать берестяные листы и возвести вот такой объект. Данный объект здесь начали строить в этом году, и вот в эти минуты вы видите готовое сооружение, где здесь проводится торжественная церемония открытия. Здесь хочется отметить, что, по словам мастеров, внутренняя отделка, которая здесь, к слову, хочется отметить, что узоры, которые здесь внутри вы увидите, то есть мы покажем потом вам в наших новостных сюжетах, сделаны из бересты, из других районов Якутии, а вот именно внешняя отделка возведена из бересты именно местного, то есть населенного пункта, потому что, как говорят умельцы, именно береста, которая здесь привезенная из других районов, она сыпется, поэтому он как бы непригоден для обшивки данного объекта. Но в целом здесь в будущем появится полностью этнокультурный комплекс. В будущем здесь будут построены балаганы, мастерская для кузнецов. Также здесь возводится спортивно-культурный объект, открытие которого, в целом открытие вот этого комплекса состоится уже в следующем году. Ну а более подробно, какие объекты здесь еще будут построены, мы расскажем, конечно, в наших новостных выпусках. Давайте сейчас услышим, какой вклад они внесли для строительства данной Урасы. Ставили одну из пятос. Это групповая работа, нас 4 было. И привезли, вот наверху есть курдутос. Наверху есть курдутос. Мы 14 метров сшили и привезли. И еще есть солома солома с заговором, чтобы было все хорошо, чтобы было для тех, кто сейчас приходит в эту Урасу, было всем очень хорошо. Хочется отметить, что в церемонии открытия данного объекта принимает участие глава Якутии. Более подробно мы расскажем в вечерних выпусках, какие объекты и что он, в рамках своего визита, какие объекты он здесь сегодня посетит. Открытие Большой Урасы осветил наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, спасибо. Теперь об эпидобстановке в регионе. Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Якутии выявили 83 новых случая COVID-19. В том числе 44 в Якутске, в Мирнинском районе 7, в Верхневилюйском 6, в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском по 5. В Сунтарском 4, в Нерюнгринском, а также Чурапчинском по 3, а вот в Алданском, Намском и Нюрбинском районах по 2 случая. Летальных исходов от COVID-19 за сутки нет. Лаборатории Якутии провели свыше 4000 исследований.
Задымленность в столице и нескольких районах Якутии вызвана лесными пожарами в Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Об этом сообщили в Минэкологии региона. Пожары находятся на удаленных и труднодоступных территориях, в связи с чем угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют. Также сказано, что в осенний период причинами пожаров становится нарушение правил пожарной безопасности со стороны населения. Также региональное управление Роспотребнадзора снова выявило в атмосферном воздухе столицы республики превышение допустимой концентрации взвешенных частиц. Это происходит уже 6-й день подряд. Превышение нормы регистрируют также по 2 показателям. Концентрация оксида углерода, оксида азота и диоксида азота предельных значений не превышали. В эти минуты объявлен режим ЧС в Амгинском районе. Сегодня утром там состоялось экстренное собрание КЧС по лесным пожарам. Поводом для объявления ЧС стало то, что вблизи села Самарсун сгорело заготовленное сено. Огонь перебросился с лесного массива, уничтожил кормозаготовку. Видео об этом распространилось в социальных сетях. В Амгинском районе лес горит в отдаленных местностях и за рекой. В таких местах по решению КЧС работы по тушению огня приостанавливаются ввиду отсутствия угрозы населенным пунктам, а также невозможности доставки на место пожара тяжелой техники. По словам заместителя главы Амгинского района Иннокентия Климентова, в Самарсуне пожар также находится в зоне контроля. На местности провели минерализованную полосу, чтобы защитить от огня оставшееся заготовленное сено для крупнорогатого скота. Сохранение окружающей среды для будущих поколений. Такие задачи ставит корпорация «Роснефть». Компания «Тасюряхнефтегазодобыча» в этом году восстанавливает лесной фонд вблизи поселка Нюя Ленского района. С подробностями Олеся Василова. Не лесники, не лесорубы, обычные студенты. Этим летом они 2 месяца провели в тайге. Валят лес, очищают от валежника территорию. До конца сентября надо навести порядок на 132 гектарах земли. 100 километров от Ленска, и мы в тайге, недалеко поселок Нюя. В 2005 и в 2007 годах к нему подходили лесные пожары. Времени прошло много, на месте бывших пожарищ уже молодая поросль. Но чтобы дать лесу новую жизнь, мертвые деревья необходимо вырубить. Трудовая бригада приехала из Якутска. В составе 10 студентов и 10 преподавателей. Все из Арктического государственного агротехнологического университета. У всех ребят уже есть специальность вальщик леса. Здесь проходит практику, хоть и не самую легкую. Пилец сначала, потом мы берем там тяжелый и сразу их в кучу. Мне кажется, это самое сложное. И валить. В день могут убрать до гектара леса, но это лишь первый шаг. На очищенную территорию сразу высадят молодые деревья. У нас с этого года начинается практика, и в будущем тоже будет практиковаться лесовосстановление по всей республике. В этом году мы в Алекминском районе построили лесопитомник мощностью 3 миллиона сеянцев в год, закрытой корневой системы. И здесь мы в Ленском районе выбрали 3 выдела в 39-м квартале, высаживаем 280 тысяч сеянцев сосны. Лес восстанавливают при поддержке компании «Тасюряхнефтегазодобыча», дочки Роснефти. Для реализации проекта предприятие заключило соглашение с Арктическим государственным агротехнологическим университетом. С этого года у нас первый опыт. Заказали работу на 132 гектара и проводим, соответственно, компенсационное лесовосстановление в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сохранение окружающей среды – важная часть корпоративной культуры Роснефти. Тасюряхнефтегазодобыча наращивает масштабы экологических мероприятий. Участие в акциях по озеленению, восполнению биоресурсов, раздельный сбор мусора на месторождении, рекультивация земель. Эти и другие ключевые проекты позволят сохранить уникальную природу Якутии чистой. Олеся Василова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Авиатрагедия произошла сегодня ночью по якутскому времени вблизи города Чугуева Харьковской области. В 2 километрах от военного аэропорта потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины. За час пожар самолета был ликвидирован. Известно, что на борту находились 28 человек, 20 из которых погибли, 2 получили тяжелые травмы. По последним данным МВД Украины число жертв возросло до 22. Продолжаются поиски еще 4 человек. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Очередные рейды ГИБДД проходят в эти дни в Якутии. Профилактика ведется в отношении нарушителей ПДД и тех, кто вводит авто в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники напоминают, что за это предусматривается лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное же нарушение водитель несет уже уголовную ответственность. Кроме того, автомобиль нарушителя эвакуируется на специальную стоянку. Только за прошедшую пятницу и выходные от управления автомобилями в Якутии отстранили 34 водителя. Составлено более 500 административных материалов. Начиная с сентября госавтоинспекция каждую с пятницы по воскресенье проводит массовые проверки по нарушениям правил дорожного движения. Особое внимание уделяется водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, также перевозка детей. И так как сейчас идет охотничий сезон, проверяются правильная перевозка охотничьего ружья, боеприпасов, также проверяются лицензионно-разрешительные документы и обязательно наличие чехла. Якутяне почтили память выдающихся сынов республики, которые стояли у истоков государственности Якутии. В преддверии 27 сентября они посетили бывший расстрельный полигон НКВД в Коммунарке Московской области. На спецобъекте установлен памятник якутянам, жертвам политических репрессий, где высечены имена Максима Амосова, Семена Донского и многих других госдеятелей. Якутяне возложили венки и цветы к подножию памятника. Среди участников митинга был и зять Максима Кировича Амосова. Около 50 лет родные и близкие искали место его захоронения. Документы указали на полигон в Коммунарке. К 2000 году примерно это произошло, а они, моя жена, ее мама тоже занимались этим вот с 56 года, когда была реабилитация, когда мы были, и она, и я, членами семьи изменников Родины, вот, мы превратились в нормальных советских граждан, значит, и самое главное, что вот особенно вот моя жена, она очень трепетно относилась к этой проблеме вот праха. По некоторым данным, на полигоне насчитывается около 14 тысяч расстрелянных политических жертв. Установлены имена лишь 4,5 тысяч. Памятник якутянам появился в 2002 году по инициативе правительства Якутии. В 2021 памятник планируют обновить. Я как раз присутствовала, это было первое мое присутствие здесь, когда устанавливали памятник, когда закладывали капсулу в будущим поколениям, и когда были живы еще дети, основатели государственности Якутии. Якутия поставила первый памятник. Здесь был густой, темный, мрачный еловый лес. Сейчас очистили, стало светлее. Знать о том, каким образом закладывались основы государственности республики, помнить и стараться развивать эту память – это очень важно для подрастающего поколения, потому что, как говорится, не зная прошлого, невозможно созидать будущее. Пока это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.